В Якутию на тушение лесных пожаров дополнительно направили 27 авиапожарных федеральной авиалесоохраны. В общей сложности в республике работают 80 человек федерального резерва. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства в Якутии действует более 25 лесных пожаров. Об этом мы поговорим с гостем нашей студии, заместителем генерального директора Якутлесресурс Александром Андросовым. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Какова сегодня обстановка лесопожарная и насколько ситуация изменилась за последние дни? На сегодняшний день у нас действует на территории республики 21 пожар. Это вот последние данные. Хотел бы отметить, что 21 пожар – это те пожары, по которым мы проводим работу совместно с авиалесоохраной федеральной, с региональной, также с лесничествами. Да? Работают практически 1000 человек. Кроме этого, действует 68 пожаров в так называемой зоне контроля. Это те пожары, которые в перспективе не имеют опасности для населенных пунктов или для объектов экономики. Работаем в 7 муниципальных образованиях. За выходные у нас было ликвидировано 8 пожаров лесных. Вместе с тем появилось 3 новых лесных пожара. А где появились новые? У нас появились 3 пожара. Это в Вилюйском, в Горном и в Усалданском районах. А удалось ли ослабить ситуацию в районах, где сохранялась пожарная ситуация? Прежде всего, мы работаем для того, чтобы не допустить прогрессирования пожаров в сторону населенных пунктов. Здесь у нас удалось, конечно, достичь некоторого успеха. Плюс погода благоволит, конечно же, как мы все видим. Сегодня у нас довольно-таки пасмурно, дождичек идет в большинстве муниципальных образований. Поэтому опасность населенным пунктам, о которых особенно в медийном пространстве последние было негативно много информации, ликвидирована. А каковы причины разрастания пожаров в площади? Прежде всего, причина природно-климатическая. Это сильные ветра, это грозы, сухие грозы. Да? Это тот сложный рельеф, по которому, к сожалению, наша техника, люди не могут оперативно добраться до лесного пожара. Поэтому площадь, к сожалению, по некоторым пожарам увеличится, особенно в труднодоступных районах. А как вы относитесь к обвинению прокуратуры в адрес должностных лиц, в частности, вашего предприятия, в недостаточном привлечении сил и средств в тушении? Юля, хотелось бы сказать, что обвинение надзорного органа объективно с точки зрения недостаточности сил и средств. Да? Но здесь хотелось бы подчеркнуть, что это фактор не субъективный, он не человеческий. Особенно наши подразделения, наши коллеги, лесопожарные бойцы, они работают на грани своих сил, насколько это возможно, с учетом той техники, которая у нас имеется, с учетом той людской силы, которая у нас имеется и привлекается. Поэтому будем работать с надзорным органом. Я надеюсь, что выводы будут максимально объективны. И самое главное, будет некий конструктивный диалог их с нами. И сделают определенные выводы, которые, я думаю, прежде всего будут полезны для нашей республики, для борьбы с лесными пожарами. А что касается техники, ее хватает? Техники, в последнее время очень много об этом везде говорят, и на радио, и телевидении, и в интернет-СМИ. Техники катастрофически не хватает. Из тех 140 единиц, которых мы, например, у нас есть, 80% имеют крайне высокий степень износа. У нас основная техника, которая наиболее пользуется спросом по борьбе с лесными пожарами, это трактор 60-х годов выпуска ДТ-75. Он уже не выпускается, запчастей-то практически сложно найти, но это основная техника, которой мы вынуждены работать, потому что специализированной техники у нас, наверное, уже под 10 лет не приобретается в республике, к сожалению. А насколько я знаю, привлекались самолеты из соседних регионов для тушения? Привлекались 2 самолета Б-200 для тушения, но привлекался самолет по вызыванию искусственных осадков. У них есть определенные метеоусловия, в которых они могут работать, то есть это определенный вид облаков. По Б-200 обязательно должно быть близкое нахождение водоема, с которого он мог бы набрать воду. Поэтому есть определенные нюансы. И работа тоже, конечно, этих средств вызывает также как и положительный эффект. В большем случае, конечно же, есть некоторые нюансы после их работы также. А какие привлекаются силы, когда пожар подходит к населенным пунктам? Что делается? Здесь у нас
исходящее из того, что у нас не хватает своих средств и технических сил, да, привлекается местное население. Вообще в других субъектах Российской Федерации с лесными пожарами борются специалисты, профессионалы в этой отрасли и специализированная техника. Мы же из-за того, что у нас не хватает этого, вынуждены привлекать местное население. Вот из тех людей, которые на сегодняшний день борются с лесными пожарами, не меньше половины – это местное население. Местное население, естественно, не является профессионалами, вот, выходит по призыву, наверное, своей совести и самое главное, чтобы оградить свое, обезопасить свое жилище. Вот. А вот, ну, когда понимаете, что вот нужно уже принимать меры, какой километраж приближения к селу? Ну, не меньше, то есть не более или не меньше 5 километров. 5 километров это считается уже угроза населенному пункту. Это сначала задымление, естественно, в населенном пункте, если ветер дует в сторону населенного пункта, а затем уже есть опасность приближения огня. Здесь, конечно же, мы максимально активизируемся. Я хотел бы сказать, что у нас вообще по лесным пожарам есть понятие авиационная зона и есть понятие наземная зона. Якутлесресурс ответственный за тушение прежде всего в наземной зоне. Это та зона, которая непосредственно ближе к населенным пунктам. Но если пожар действует на отдалении, все-таки по поручению Департамента лесных отношений, мы выходим, наши люди, техника выходит также и в авиационную зону, что, собственно, мы и делаем вот все вот эти дни и месяца. вы сказали, сейчас населенным пунктам опасности нет, а по прогнозам? По прогнозам также, но вот у нас, как я сказал ранее, погода у нас благоволит нашей работе, поэтому угрозы на сегодняшний день нету, и мы максимально проработали так, чтобы ее ликвидировать. А в Нюрбинском Лусе ситуация? В Нюрбинском Лусе ситуация выправилась. Те населенные пункты, как, например, Мальджагар, Чукар, нет, то есть угрозы нет, нет и дыма. Давайте поговорим о кредиторской задолженности. Есть такая у нас проблема, это проблема 2017 года. На сегодняшний день у нас задолженность составляет порядка 130 миллионов рублей. Это 30 миллионов по наземной зоне, непосредственно нашей зоне ответственности, и 100 миллионов рублей по авиационной зоне. Как я сказал, по поручению департамента мы работаем в том числе и на авиационной зоне. Соответственно, эти долги, то есть эти договора у нас проходят через Якутлесресурс. Это долги перед местным населением, это долги перед сезонными работниками, это долги перед юридическими и также физическими лицами по аренде транспорта и специализированной техники. Хотел бы отметить, что, например, в 2014-2015 годах у нас выделялось финансирование на привлечение до 500 сезонных работников. Это те бойцы, которые привлекаются со стороны, и в пожароопасный сезон у нас находятся в наших филиалах, в нашем головном филиале, готовы в любой момент выехать на пожар и оперативно с ним побороться. На сегодняшний день, к сожалению, тот объем финансирования нам позволил привлекать не более 150 человек. Это тоже очень сильно сказывается и вынуждает нас нанимать местное население. А с местным населением, конечно, есть проблемы, потому что мы вынуждены заполнять очень много первичной документации для того, чтобы потом с ним рассчитаться, да, с местным населением. Не у всех есть счета, например, в банках, да, особенно в отдаленных населенных пунктах. Не у всех возможны СНИЛСы, ИНН и прочие под рукой документы. А как предприятия добиваются погашения кредиторской задолженности? Ну, предприятия у нас в части авиационной зоны, например, авиакомпании у нас обратились оперативно в судебные органы, имеются уже исполнительные листы. Другие юридические лица также через суд, ну и в том числе и физические лица, перед которыми мы не рассчитались, также обращаются в арбитражные суды. К сожалению, эта практика, ну, такая только практика есть. На сегодняшний день есть положительные сдвиги. Например, нам Федеральное агентство лесного хозяйства понемножку вот сейчас начинает предоставлять средства на погашение кредиторской задолженности, но ее недостаточно. И поэтому это также влияет на то, чтобы и сезонные работники, и наши мобилизованные лица с очень большой неохотой идут к нам в найм, потому что мы с ними не рассчитали за прошлый год. И то же самое по технике. Вот видите, это все как снежный ком нарастает и имеет такой синергетический негативный эффект. А каковы прогнозы и какие районы все-таки наиболее... Ну, на сегодняшний день у нас наиболее подвержены горению это Вилюйская группа районов, Кобяйский район, немножко появляется в заречных районах и Улусах. Ну, вот и центральный, естественно, это Намский. Откуда вот за последние дни, в последние выходные, например, у нас было задымление в Якутске, это вот с пожаров с Намского района.
ветер подул в нашу сторону. Хоть пожары и далеко, никакой угрозы не представляет, но задымление существенное. А какое финансирование вот текущее в этом году? Ну, текущее финансирование у нас по госзаданию нашему учреждению предоставляется было предоставлено, вернее, 11 миллионов рублей. Эта сумма у нас направляется на найм людей в режиме ожидания сезонных работников, на горюче-смазочные материалы, на приобретение тех же запчастей для нашей техники, которые очень часто требуют ремонта, и на прочие расходы. А когда когда начинается пожар, и мы начинаем нанимать людей непосредственно на тушение пожаров, здесь уже финансирование должно исходить из федерального бюджета. И вот тут у нас начинаем уже входить в кредиторскую задолженность уже текущего года. А какова все-таки роль человека в возникновении лесных пожаров? Ну, статистика говорит, что 50% лесных пожаров происходит от человеческого фактора. Особенно это весеннее время, май месяц, например, да, когда начинается сезон охоты, и август месяц, когда тоже сезон охоты. Летнее время, июнь-июль, это сухие грозы. С развитием технологий и техники наши охотники и рыбаки могут добраться в такие дебри и места, и, к сожалению, не потушить пожар после себя, да, что не вся техника потом наша может до туда дойти, приходится привлекать десантные отделения для того, чтобы десантироваться и оперативно это потушить. Сейчас предстоит ягодный сезон и охота, как вы сказали. Что вы можете пожелать нашим телезрителям? Ну, я хотел бы не пожелать, я бы хотел попросить их или даже потребовать быть максимально бдительными в лесу, бдительными к себе, бдительными к тем людям, которые, возможно, рядом собирают или что-то там охотятся или рыбачат. Не разводить костры в пожароопасный сезон. Пожароопасный сезон в республике у нас не завершен. У нас, кроме того, вообще режим чрезвычайной ситуации действует по всей территории. Запрещается выкидывать мусор, особенно прозрачный, это бутылки, пластик. Они также могут служить источником огня, то есть возникновения огня. Ну, тряпки засаленные, там, в горюче-смазочных материалах тоже нельзя выкидывать. Ну, максимально надо быть бдительным и, самое главное, бдительными к окружающим, к себе людям. Придерживаться этих правил, простых правил довольно-таки. И у нас упростится работа намного. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Гостем был заместитель генерального директора Якутлесресурс Александр Андросовым. Всего доброго и до встречи в эфире.